Здравствуйте, дорогие друзья. 14 июня, вторник, прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Программа для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Как всегда, в прямом эфире мы рады принять ваши звонки по телефону, который вы видите на своих экранах, 35 33 10. Как всегда, мы рады общению с вами. Тем более, что сегодня у нас в гостях первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия Гаврил Левин. Гаврил Прокопьевич, добрый день, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Гаврил Прокопьевич, я обычно стараюсь, не всегда это получается, начать программу с чего-то легкого. Я не могу пройти мимо того факта, что во Франции стартовал чемпионат Европы по футболу. Вы вообще, насколько я знаю, не очень болельщик, но тем не менее сейчас давайте увяжем футбол и ЖКХ, а потом двинемся дальше по теме нашего эфира. Вот смотрите, в первой игре с англичанами на чемпионате Европы, я считаю, мы одержали ничью. Не потерпели ничью, а мы именно одержали ее, что равно вообще победе. Но сыграли два совершенно разных тайма. В первом мы сделали один удар по воротам англичан против их 10. А бывает ли так в сфере ЖКХ, что первые полгода ничего не делаешь, а потом во второе полугодие наверстываешь все, что можно наверстать? Нет, не бывает. Такого не бывает. Хорошо. Вот у меня лично вызывает такое немножечко опасение, что лучший игрок сборной России – это вратарь Игорь Кенфеев. А часто ли в сфере ЖКХ случаются ситуации, что все зависит от одного человека, который работает на последнем рубеже? Ну, это оператор, кочегар, да. Но не часто. Но случаются такие истории. Да, случаются такие. Хорошо, Гаврил Прокопьевич, пойдемте по теме нашей сегодняшней программы. 12 июня Егор Борисов, подводя промежуточные итоги работы правительства за первое полугодие, привел такие данные, согласно которым по уровню развития государственно-частного партнерства Якутия в 2015 году переместилась с 25-й строчки в национальном рейтинге на 14-ю. А как обстоит дело с государственно-частным партнерством в сфере ЖКХ и энергетики? Ну, начиная с 2011 года по республике заключено 3 концессионных соглашения. И вот на сегодняшний день Министерство экономики совместно с нашим министерством еще готовит подготовительные в 3-м квартале этого года 4-е еще одно концессионное соглашение в муниципальном образовании город Ленск. Ну, по концессионному соглашению заключенному, которое сегодня у нас работает в Алданском и Намском районе, построено 28 котельных, 36 километров тепловых сетей, при этом оптимизировано 63 маломощных и аварийных котельных. Всего вложено 1 200 с лишним миллионов рублей. В модернизацию? Модернизацию, в том числе 935, это 75%, это внебюджетные источники. Ну вот практика показала, что эффективность государственно-частного партнерства, то есть мы сегодня наблюдаем снижение аварийности, снижение технологических нарушений, улучшение качества обслуживания жилищно-коммунальных услуг. Вот поэтому есть плюсы. Снижение аварийности и снижение потерь, соответственно, наверное, да? Да, происходит. Соответственно. Хорошо. Гаврил Прокопьевич, а вот цитата с сайта Минстроя России, который позиционирует себя как Министерство реальных дел. Я надеюсь, что вы также себя позиционируете на самом деле. Да. Цитата. «В каждом регионе России проведена оценка эффективности коммунальных предприятий, по итогам которой все предприятия, признанные неэффективными, будут переданы в концессию». Я хотел спросить, собственно, много ли таких в республике, но вы уже сказали, там, 3 передаются в концессию или 3 на условиях концессии, собственно говоря, начинают функционировать предприятия? Да, это количество концессий, я сказал. Да, количество концессий. Ну там, конечно, объектов много. А вообще много ли таких, которые неэффективные, будут передаваться в концессию? Ну, эта работа, как я говорил, будет продолжаться. Вот. Ну, на сегодня мы имеем распоряжение главы республики по оценке эффективности работы государственных муниципальных унитарных предприятий, согласно которому вот на сегодня по результатам 2015 года, по итогам финансовой,
по предоставлению качества жилищно-коммунальных услуг мы сегодня неэффективных не имеем. Всего у нас в республике... Вот я и хотел спросить, я не нашел на сайте Минстроя данные по республике Саха-Якутия, а это значит неэффективных нет? Нет, да. У нас в республике 14 таких предприятий, но это самое крупное, это у нас ГУП жилищно-коммунального хозяйства. Ну и остальные это в основном муниципальные. Ну, МУП «Теплоэнергия», например, город Якутск, МУП Хатас, МУП Тулагина, ну и так далее. Там по некоторым районам. Всего 14 у нас таких предприятий. Понятно. Да. Но работа по направлению... Гаврил Прокопьевич, давайте мы вот по работе по направлению вернемся после небольшой рекламной паузы двухминутной и продолжим разговор. Мы вновь в студии после короткой рекламы. Я напоминаю, что сегодня в гостях у арены событий первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия Гаврил Левин. Гаврил Прокопьевич, пожалуй, продолжим. Вот на сайте Минстроя, опять же, Российской Федерации утверждается, что потребность отрасли ЖКХ в инвестициях составляет 500 миллиардов рублей в год в течение ближайших 5 лет. Но это в целом понятно по стране. А какова потребность в инвестициях в этой отрасли в республике? Ну, по нашим оценкам, примерно где-то около 60 миллиардов рублей понадобится. Ну, это... Но это не в год на 5 лет. Да, это вообще, да. собственно, Но мы сейчас должны, видим. если все нормально, начинать вот это стабильное снижение износа основного оборудования, это в год должны строить 140 котельных. Ну, пока это не удается. Ну, пока это и невероятно, наверное, Да. потому что Это деньги вливания атомные. нужны, Да. 10 июня в Министерстве ЖКХ и энергетики у вас состоялось очередное заседание Общественного совета при Министерстве. Были заслушаны итоги работы ведомства по обращениям граждан за 2015 год и за первый квартал этого 2016 года. Интересует, какие проблемы в основном волнуют граждан и как они решаются? Ну вот по итогам 2015 года поступило обращений граждан 476 обращений. Да. За год. То есть но это и письменно, и полтора устно, в день. Львиная доля, конечно, это письменное обращение. Но если посмотреть предыдущие годы, в 2014 году чуть меньше было, 467, а в 2013 году более 500 обращений. Но в основном, если посмотреть по географии, основное обращение поступает от промышленных районов и городских округов. Что там, износа больше или что там? Ну, в основном это по тарифам, по оплатам за жилищно-коммунальные услуги, по льготным тарифам и, конечно, по качеству предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. На втором месте стоит это северные районы, ну и на третьем месте центральная группа районов. Но если по тематике посмотреть, то на первом месте стоит, вот как я сказал, тарифы, вопросы тарифов, вопросы льготы по тарифам. На втором месте стоит вопросы строительства котельных и строительства тепловых сетей с подключением частного жилого сектора. Но это понятно, что сейчас политика государственная такая, что мы в год реализовываем нашу государственную программу по подключению частного жилого сектора. На третьем месте это по некачественному предоставлению жилищно-коммунальных услуг. Да. Но в этой части идет как бы снижение обращений. Это очень важно. Это связано с тем, что в последние годы вложено огромные средства, большие средства на модернизацию. Соответственно, сейчас у нас как бы идет тенденция снижения количества технологических нарушений в части жилищно-коммунальной, в части именно по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению. В части энергетики у нас остается на уровне, потому что у нас очень разветвленная сеть линий электропередач. Это в первом месте мы стоим на
Дальнем Востоке, понятно. среди 9 регионов. Понятно. Да. Если до Дальнего Востока 50 с лишним тысяч километров линии, то 25 тысяч это наша это республика республика, занимает. да. Вот поэтому, соответственно, технологическое нарушение вот, в линиях электропередач у нас довольно-таки Гаврил высокое. Прокопьевич, а вот суммируя то, что сказано вами, и что если брать географию, то в основном, то есть в первую очередь обращение из промышленных районов, и в основном касаются тарификации. Наверное, этих обращений станет меньше, когда будет решена проблема перекрестного субсидирования. Да, но этот вопрос, ну, по обращениям, я думаю, не очень повлияет, потому что... Ну, я имею в виду, это, ну, то есть, может быть, обращение есть не от граждан, да, а от предприятий именно. На них же это ложится грузом. Это, конечно, для прочих потребителей, да. для бизнеса, конечно, это будет... А это когда, кстати, будет решаться? Вот в полугодие в это предстоящее? Да, буквально вот. Да, решается этот вопрос. Хорошо, давайте перейдем к такому вопросу. На минувшей неделе состоялась 4-я международная конференция, посвященная возобновляемой энергетике. Да. В Якутске она проходила. Да. Насколько сейчас интересны инвесторам проекты в этой сфере, насколько они окупаемы, насколько возобновляемая энергетика может принести облегчение бюджету и нашему кошельку граждан? Ну, я вот 3 вопроса так соединил в один, но все-таки, да, вот... Ну, пока, к сожалению, в тариф она не повлияет, но в экономику и для бюджета, конечно, она влияет. Да. Гаврил Прокопьевич, давайте мы к моему вопросу вернемся спустя, там, не знаю, минуточку. А пока примем вопрос телезрителя. Будьте добры, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Из какого вы города и задавайте ваш вопрос гостю. Вот управление домом. Каким образом они управляют домом, когда не видно этого управления дома? Управление дома. А какого дома? Ну вот, например, тут есть, я просто открыла расчет платы за содержание и ремонт жилого помещения. Это у любого есть. Так. Прямой вопрос. Я хочу спросить вас. В каждой квитанции пишется техобслуживание электрооборудования, уборка, техническое обслуживание, уборка подъездов. Вот у нас, например, Губинский ЖКХ. Я считаю, что абсолютно не выполняется 136 рублей вот электрооборудование, 277 рублей управление домом. Каким образом управляет ВИТА и ЖКХ Губинский, когда у нас сейчас мы попали под капремонт и меняют проводку молодые люди, они возмущены, что в таком состоянии находится электрооборудование в подъездах, что в одном из подъездов вообще 4 квартиры были на один автомат подключены. То есть Спасибо. я живу тут 64-го года. Ни разу никаких не было работ. Почему такие суммы берутся? Кто контролирует? Спасибо вам за вопрос. Спасибо. Ну, вообще управление многоквартирным домом принимается решением собственников жилья, общим собранием. Ну, управляющая компания выбирается, есть понятно. Несколько способов управления. Угу. Ну, это, например, там, через товарищество собственников жилья, да. есть через управляющую компанию. Если эти 2 вида не получается, то непосредственное управление, так называемое. Вот, поэтому вот то, что задает вопрос жительница по обслуживанию по тарифам, это внутри собственники сами устанавливают. Ну, либо ТСЖ, либо управляющая компания. Через них. А как это коррелируется? Кто контролирует? Это контролирует жилищная инспекция. Ну, надо, наверное, на карандаш взять, чтобы она контролировала. Но есть плановые проверки, есть... Вот в данном случае, наверное, внеплановая нужна. Чтобы... Да, потому что основанием для внеплановой проверки служит именно письменное обращение. Будем считать основанием звонок в эфир. Ну, если точнее адрес дадут, адрес дома. Дадут, я думаю, что да. Обратимся. А как это коррелируется действительно, когда берется плата, допустим, за, ну вот в частности, там за те строчки, которые телезрительница обозначила, и здесь же прямо происходит капремонт дома? Ну, капремонт дома, она
общего имущества, да, мы платим фиксированную сумму в фонд капитального ремонта. Остальную часть покрывает бюджет республики. Понятно. Давайте вернемся. Буквально уже мало времени остается. Все-таки интересно, просто два слова буквально. Интересна ли возобновляемая энергетика инвесторам сейчас для инвестиций, для вложений? Ну, конечно. Я понимаю, что это длинные деньги, это не короткие, наверное, деньги. Есть интерес. Ну вот, если коротко говорить, с 2011 года построено 13 солнечных электростанций. Да. Ну, самое мощное, это вот в прошлом году мы ввели в эксплуатацию, то есть это акционерное общество Сахаэнерго. Батагай? Батагая. Да. За счет средств РАО с Востока построена данная электростанция. Вот. И ближайшие, вот в этом году еще 2 станции появятся по линии акционерного общества Сахаэнерго. В 2017 году еще 2, в 2018 году. То есть эта работа будет продолжаться. Но за все эти годы сэкономлено 160 тонн дизельного топлива. Помимо того, вот в Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года был подписан меморандум с РАО из Востока и с японской компанией Камай по строительству объектов, да, в рамках которого вот планируется строительство ветропарка в поселке Тикси. Да, про это писали, про это говорили и мы. Вот накануне конференции как раз туда выезжали специалисты, уже посмотрели место. Гаврил Прокопьевич, остается совсем немножко времени, чуть больше минуты, минуту будем считать. Подвести итоги промежуточные года благоустройства. Вот буквально полминуточки. Как бы вы подвели? Ну, год благоустройства продолжается, вот намеченные планы реализуются. Ну, если коротко сказать, были подведены итоги конкурса муниципальным образованием, перечислены средства 450 миллионов рублей. Сейчас муниципальные образования будут проводить конкурсы, ну и осваивать данные средства. У них у каждого своя программа? Да, конечно. Кроме того, в рамках года, значит, по всей республике проведено 2200 субботников, да, около 100 тысяч граждан. Вот на этом мы завершим. Я напоминаю, наше время в эфире истекло. Напоминаю, что в гостях у «Арены событий» был первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия Гаврил Левин. Всего вам доброго. До свидания.